Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. В Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В столице прививку можно сделать в поликлиниках и больницах. Возобновлены работы по борьбе с мраморным клопом, который устремился в дома людей в поисках тепла. Алхаз Чолокуа назначен генеральным директором Абхазского государственного драматического театра. Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в фестивале русской музыки в Сочи. В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с руководителями «Газпром», «Промгаз» и «Газпрома». Обсуждались вопросы технического задания договора на разработку генеральной схемы и дорожной карты газоснабжения и газификации Республики Абхазия. Речь также шла о ходе реализации разработки генеральной схемы. Аслан Бжания также встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. На встрече обсуждались вопросы практического взаимодействия, касающиеся возобновления воздушного сообщения в Абхазии. Стороны определили порядок и схему реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений. Аслан Бжания и Александр Нерадько подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации, а также определили дальнейшие шаги для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководителями Государственного таможенного комитета результаты работы за 9 месяцев текущего года, а также бюджет и плановые показатели ГТК на предстоящий год. Было отмечено, что, учитывая ситуацию, складывающуюся в этом году, план таможенных поступлений на 2022 год можно увеличить на 15-20%. Таможенные платежи за 9 месяцев этого года превысили план на 39%. По всем видам платежей наблюдается рост поступлений. Впервые к 1 октября годовой план выполнен на 99%. Александр Анкваб поручил руководству ГТК не сбавлять темпы, качественно координировать работу по администрированию таможенных доходов бюджета страны. В Верховный суд поступили представления генерального прокурора о наличии признаков уголовно наказуемого деяния в действиях депутатов парламента Гарри Кокая и Алмазхана Арзанба по событиям, имевшим место 30 сентября в Сухуме, сообщается на сайте Верховного суда. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Верховный суд рассматривает представления прокурора с его участием, а также лиц, в отношении которых внесено представление, и их защитников в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня поступления представления прокурора в суд. Медики российского мобильного госпиталя, развернутого в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более 10 жителей Абхазии, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ЮВО. В данный момент на лечение в стационаре находится 98 человек, 238 человек уже выписаны из госпиталя. Российские военные медики в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 2000 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов, порядка 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. По данным Минздрава, с 10 августа по 9 октября в Абхазии российской вакциной «Спутник Лайт» провакцинировались порядка 3000 человек. В первые месяцы вакцинации люди делали прививку более активно. На данный момент темпы вакцинации заметно снизились. Почему жители республики все еще сомневаются, делать прививку или нет, выясняла наша съемочная группа репортажа Асмы Гуланцы. В Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В столице прививку можно сделать в поликлиниках и больницах. С августа в первой городской поликлинике спутником Лайт привили 700 с лишним человек. Ранее спутником Ви около 1500 человек. Что-то вот последнее время немножко снизился процент людей, которые идут на прививку. Я не знаю пока, с чем это связано.
Может, потому что был курортный сезон, некогда было, люди работали, это тоже понять их можно. А вы знаете, вот есть такое мнение, что часть врачей, она тоже против вакцинации. И есть такая история, что человек пришел записываться, ему сказали, да, вот что записываться, все равно бесполезно. Я думаю, что у нас в поликлинике такое не говорили, потому что люди приходят, мы никогда не говорим, что зачем вы пришли. Во-первых, когда больной приходит, он записывается. Я просто вот покажу, есть вот такой вот добровольное информационное соглашение. И мы спрашиваем у больного, какими соматическими заболеваниями он болеет. Если больной пришел, у него какая-то острая патология, ну возьмем так, например, ОРЗ, там, грипп, конечно, он пришел, это исключается, мы не делаем. Конечно, мы его отправляем домой и просто перезаписываем на другое время. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция очень опасна и может коснуться каждого. Болезнь стремительно молодеет, однако тех, кто скептически относится к вакцинации, еще предостаточно. Такое отношение объясняется множеством факторов. Низкое социальное доверие, беспокойство по поводу последствий вакцинации, антипрививочные настроения и даже вера в конспирологические теории. Я сама долго не могла решиться на прививку. Почти год я сомневалась, читала разные статьи, слушала мнения людей. И вот сегодня съемка в поликлинике. Я решила, что это удачное стечение обстоятельств, и все-таки пора решиться. Меня уже проконсультировал врач-терапевт, и сейчас я пойду на прививку. Перед процедурой шприц с препаратом достают из холодильной камеры и выдерживают при комнатной температуре. Пациенту измеряют сатурацию и температуру. Прививка ставится внутримышечно в предплечье. Укол не болезненный, чувствую себя хорошо. Мне сказали еще побыть здесь полчаса, и можно домой. Получасовое ожидание необходимо, чтобы отследить состояние человека после прививки. О самой вакцине уже сказано немало. «Спутник Лайт» – облегченный вариант известной «Спутник Ви». Как заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гейнсбург, «Спутник Лайт» действует от 4 до 5 месяцев. Стоит отметить, что вакцина легче переносится и хорошо подходит для ревакцинации. Люди почему-то не с охотой приходят. Друг другу передают какие-то сказки, какие-то выдуманные осложнения. Я сама сделала, никаких абсолютно, тоже уже я пожилой человек, никаких проблем у меня не было. Поэтому призываю людей не слушать, кто что говорит, сказки не слушать, небылицы не слушать, застраховать себя, защитить себя. Медики в один голос говорят, что вакцинация защищает от COVID-19 или, как минимум, предупреждает тяжелые формы заболевания. Даже если привитый человек заболеет, вероятность осложнений практически равна нулю. Тем временем вирус продолжает распространяться и ежедневно уносит жизни. В Сухумской инфекционной больнице в данное время на лечении находятся 44 пациента. Из них 7 в реанимации. В стационаре практически все лежат пациенты, которые не вакцинированы. И среди них есть единичные вакцинированные. У них состояние более или менее стабильное. Они получают терапию стандартную, которую мы назначаем. Те, которые не вакцинированные больные лежат в стационаре, они более тяжело у них проходит болезнь. Значит, они в основном все кислородозависимые. Половина пациентов получили биологические препараты. Это видиоактемры, артлеги, элсиры. Были ли случаи, что в реанимацию попадали с прививкой? Нет, у нас таких пациентов, привитых, которые лежат в реанимации, нету. У нас все практически привитые больные проходят амбулаторно. Мы можем госпитализировать привитого больного только если есть какие-то сопутствующие заболевания. Это тот же сахарный диабет, тот же ожирение, те же хронические сосудисто-сердечные заболевания. В нашем обществе бытует ошибочное мнение, что после вакцинации люди заболевают. Врачи говорят, что период выработки антител составляет от 1 до 4 недель. И даже после формирования иммунитета также необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. Люди делают прививку и через 5 дней могут заболеть, конечно, потому что антитела еще не выработались, а у них был контакт, и, конечно, они заболеют. Для того, чтобы выработались антитела, нужен определенный период времени, чтобы не заболеть и быть уже защищенным. А вот есть еще категория врачей, которая сама скептически относится к прививкам. Это без комментариев, как говорится.
ничего не могу сказать. Значит, если хочешь жить, надо сделать прививку. Мы все сделали. Не бойтесь делать вакцины. Очень эффективная вакцина. Делайте ее. Очень легко переносят люди. Молодежь чуть-чуть переносит тяжелее. В каком случае? У некоторых температура поднимается. В основном, что бывает, да, там какая-то мышечная боль, но она однодневная. Но она потом будет все хорошо. Очень часто болеет молодежь. У нас лежит молодежь, даже в реанимации поступают молодые, 30-35 лет. Тоже не вакцинированы, так что нужно всем вакцинироваться. Вакцина – единственный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни и вакцинации. Ведь именно от нас самих зависит здоровье наших близких. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сотрудники СГБ Абхазии во взаимодействии с сотрудниками УКОН МВД задержали в Сухуми гражданку России Копьеву Ларису Олеговну, 1980 года рождения. При личном досмотре задержанной были обнаружены и изъяты 128 изолированных свертков, предназначенных для осуществления тайных закладок и последующей реализации через мессенджер Telegram, сообщается на сайте СГБ. Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД, в изъятых свертках содержится сильнодействующее наркотическое средство метадон общей массой более 79 граммов. В отношении задержанной гражданки проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. 12 октября 1999 года президент Абхазии Владислав Арзанба, спикер Народного собрания Сократ Джинджолия и депутаты парламента подписали акт о государственной независимости Республики Абхазия. Один из самых важных документов после принятия Конституции, который предопределил дальнейшую судьбу нашей страны. О предпосылках этого события и о многом другом в интервью Абхазскому телевидению рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба. Смотрите интервью после выпуска новостей. Сейчас небольшой отрывок из него. Поскольку государство Абхазия было создано в 1993 году после окончания Грузино-Абхазской войны, но необходимо было его юридически закрепить, эту независимость. И хотя оно было Конституция принята в 1994 году, очень важный документ, важнейший документ, и тем не менее, я занимался вопросами, различных аспектов государственности и самоопределения. И там изучил много литературы по внешней политике, по становлению государств, по признанию государств. И стало ясно, что если государство себя не провозглашает, то в принципе оно не существует. Тайвань, например, он себя не провозгласил, поэтому его и нет необходимости приглашать. Поэтому необходимо было сопроводить нашу независимость, также юридически актом государственной независимости. И я меморандум написал по пунктам о необходимости именно сейчас, в этот момент, принятия акта независимости, поскольку складывалась благоприятная международная ситуация. Ситуация, которая изменилась с приходом Путина, естественно. До этого это было почти табу. И поэтому такие и даже принятие Конституции тоже воспринималось с опасением. Вячеслав Андреевич, на прошлой неделе вы находились с рабочим визитом в Москве, и было подписано соглашение с Институтом востоковедения Российской академии наук. Что дает данное соглашение и в каких областях планируется сотрудничество? Это и совместные научные проекты между ЦСИ и ИВРАН, организация совместных конференций, круглых столов, и, что очень важно, также издание совместных изданий, научных изданий, потому что ИВРАН огромная продукция у него. Недавно, кстати, вышла, хочу сказать, книга Индольцева, известный медиевист, «Архитектурная пластика Абхазии в период Абхазского царства». 8-11 века. Также другие издания, которые Кавказу посвящены. И, кстати, книга большая «История искусства христианской Алании» тоже издал ИВРАН. То есть там целое направление кавказоведческое есть. И мы очень рады, что возможно будет в рамках соглашения также издавать совместные исследования. Или монографии наших авторов, или совместные исследования.
Министерство сельского хозяйства возобновило борьбу с распространением коричнево-мраморного клопа. Совсем скоро у насекомых наступит время спячки. Поэтому в поисках теплого места для зимовки они устремились в дома. С 12 октября бригады машинно-технологических станций районов начали лечение сельхозугодий ядохимикатами. Наша съемочная группа побывала в Глурыбском и Очимчирском районах. Репортаж Алики Трапш. Проблема с распространением коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики, но больше всего вредителей в восточной части Абхазии. По поручению Министерства сельского хозяйства в районных машинно-технологических станциях созданы бригады, которые проводят лечение сельхозугодий. В Глурыбском МТС всего 23 трактора, из них 4 со съемным баком для проведения профилактических работ по борьбе с мраморным клопом. Работа по лечению лекарственными препаратами сельхозугодий будет осуществляться в предгорных селах. На прибрежной части района количество насекомых вредителей меньше. Они, знаете, сейчас как все с полей, с лесов, совсем не собираются зимовать в помещении. В дома, в ангары, всякие запущенные, заброшенные дома, в чердаки они собираются. Это мы не первый год, уже мраморный клоп 4-й год в Абхазии. Мы боремся с ним, мы уже и знаем его поведение. Очень много ранцевых опрыскивателей роздано населению. И каждый житель, каждый хозяин своего приусадебного участка может вылечить. У него есть возможность, то есть даны препараты безвозмездно, бесплатно, ранцевые опрыскиватели выданы. И они могут эти работы у себя при приусадебном участке проводить. А вот те места, которые общественные места, улицы, мы будем эти работы проводить. В МТС Очимчирского района сформированы 4 бригады. Всего в районе 27 сел, где необходимо провести лечение сельхозугодий. Сейчас в работе задействованы 4 трактора. Есть еще 2 в запасе. Используется препарат фоскор. На 2 тонны воды добавляют литр лекарства. По опыту прошлых лет мы видели, что в начале 2021 года популяция мраморного клопа была невелика так, потому что огромная работа была проведена в 20-х, 19-х годах по уничтожению, по борьбе с мраморным клопом. Но как сейчас показало нам за последнюю неделю, осенний период, не только в Очимчирском районе, на территории всей Абхазии, очень огромное количество мраморного клопа, популяция увеличилась, лекарства, препараты, все, что положено, топливо, все нам Министерство сельского хозяйства выделило. И думаю, мы совместными усилиями сможем уменьшить популяцию мраморного клопа. Опрыскивается не только сельхозугодия, но и вся растительность вдоль дорог. Сельчане отмечают, что в этом году количество клопов увеличилось в разы, хоть они и проводили лечение на своих приусадебных участках. Насекомые вредители нанесли ущерб сельхозугодиям. В результате некоторые плодовые культуры и вовсе не дали урожая. Клопов в основном много в подсобных хозяйствах, на крыше домовладений. Крестьяне опрыскивают поверхности лекарством, ставят ловушки. Еще в прошлом году для этих целей в Очимчирском районе сельчанам дали более 60 ранцевых опрыскивателей вместе с ядохимикатами, чтобы они сами обработали свои участки в тех местах, куда не может подъехать техника. Профилактические работы по борьбе с мраморным клопом будут проводиться до конца ноября, пока вредители не уйдут в спячку. А затем начнется самый действенный метод – механический сбор клопов непосредственно на местах их зимовки. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Алхаз Чулоку назначен генеральным директором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Нового руководителя представил коллективу министра культуры Гудиса Агарба. Выразив надежду, что Алхаз Дмитриевич откроет новую страницу в истории театра, Гудиса Агарба попросил коллектив поддержать его. Вот это здание творческого коллектива наших артистов, наших актеров. Мы те люди, которые должны, не просто должны, обязаны создать условия для работы. Я уверен, что вы будете подходить к своей работе объективно. И, безусловно, вся работа, которая будет проходить, она будет открытой. И я искренне надеюсь, что у каждого сотрудника, неважно это представитель творческого коллектива или административного состава, будет возможность свободного доступа к вам и будет возможность с вами беседовать открыто на любые вопросы, связанные с вашей работой. Мы искренне надеемся, что у нас общими усилиями все получится. Вам желаем успехов.
Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в грандиозном музыкальном событии осени – фестивале русской музыки. Мероприятие пройдет в Сочи 16-18 октября. Фестиваль приурочен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В его рамках пройдет уникальная премьера музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском», названная авторами проекта «Русским действом». В программе произведения русских композиторов это русская музыка, русская духовная музыка, музыка классиков, это Прокофьев, это Бородин, Глинка. Также, кроме этого, мы поем музыку современную, очень сложную по интонированию. И нам было, конечно, непросто за такой короткий срок, потому что коллектив Московской консерватории, они, в общем-то, подготовлены, они уже участвовали, они выносили эту программу. Для нас это было все вновь. И учитывать то, что мы месяц были на карантине, конечно, это было сложно для коллектива, но мы постарались мобилизоваться, и мы постараемся выглядеть достойно. Это наша задача, я думаю, у нас все получится. Едет коллектив молодой, мне кажется, это очень важно для молодых ребят поучаствовать, посмотреть в этом мероприятии. Конечно, это выведет, я думаю, капеллу на новый уровень исполнительский. Мы будем за вас переживать, за вас болеть. Я уверен, что вы на высоком уровне достойно нас представите на этом фестивале. И желаю вам успехов. 13 октября в Гагре состоится матч 17-го тура третьего этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Гагра и Гудаутская Рица. Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в «Система спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 13 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня дождь, местами переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.